Так, ну что, ребята, всем привет. О, и холодос как раз начал работать. Правда, от холодоса, мне кажется, такой шум будет. Вот, ребят, как вы там проживаете? В общем, смотрите, я сегодня работаю на суши-баре. Как бы я уже давно работаю, больше полугода чуть на суши-баре. Делаю роллы суши, и мне, в принципе, нравится, потому что по деньгам чуть больше платят. Ну и возле дома, да, что хорошо. Тут не идти 5 минут. Секундочку за вас. Так, всех с наступающим Новым годом. Всего хорошего желаю на следующий год. Вот, ребят, сегодня я хочу вам показать, как правильно рыбу, семгу разделывать, лосось. Вот, я уже 5 штук разделал, у меня тут коробочка, 4 рыбки ждут меня, ребят. Не обращайте внимания на то, что тут грязно, это все из-за рыбы, но, по крайней мере, я чисто работаю, по крайней мере. Вот, ребят, давно мы с вами не общались. Я тоже давно видео не снимал, вот сегодня решил снять видео, как я буду рыбу разделывать и показывать, как правильно по мне. Ну, многие, наверное, поспорят со мной, вот, но я считаю, так правильнее, лучше, мне кажется, разделки рыбы, да? Вот. Также меня зовут Самат, Сэм можно. Ну, что могу сказать, ребята? Работаю на суши-баре. Сколько? От апреля 2022, да? Сегодня уже декабрь, 20 декабря сегодня. Ну, считайте, больше полугода. И, в принципе, нормально, не жалуюсь, минимально платят в час. Ну, нормально платят, больше, чем 25 злотых в час. Так что, ребят, если кто хочет работать в этой сфере или знает, как готовить суши-роллы, пиццу, так скажем, да, то, в принципе, вы можете работу найти в ресторанах и работать. Главное, чтобы язык учили, ребят. Без языка будет очень трудно, на самом деле. Ну, почему я пришел к этой работе, почему я пошел на суши-бар работать? Да потому что я, когда в Москве в молодости был, я работал и официантом, и сушистом, вот, и я работал в японском ресторане, работал тоже сначала официантом, потом сушистом. И как раз там был японец Хидеки-сан, он меня учил всему, как роллы готовить, как вообще рыбу разделывать. И, ну, тогда я еще опыт набрал. Это был 2000 какой год? 2011, 12, 10, по-моему, да, это было 10 лет назад. Не перепевший, да, уже. Окей. Ну, видели. Dobra, nigiri pierwszy i osomak, ogórek 1 sztuka, dobra? Dobrze, zrobим, окей. Так, ребят, ну, заказ выпал, нигири первый, это там сколько? Пару штук нигири, сушки и осумак с луком. В общем, давайте я сначала заказ отдам быстренько и дальше буду продолжать рыбу разделывать. Погнал. Так, ребята, переходим в эту сторону, у меня вот нигири сет. Вот, чек нигири сет и хосумак с огурком. Так, для нигири я подготовил вот, нигирки, сушки. Я чуть-чуть просушу, потому что я люблю так делать. Крису хорошо лепит. Вот. Сейчас мы сделаем хосумак с огурком. Тут хосумак огурки делают без кунжута. Просто рис. Правда, у меня рис сейчас холодный, там у меня уже горячий рис готовый. Вот, сделаем хосумак с огурцом. Так, здесь я особо не парюсь, провожу огурцы на терке, поэтому они у меня вот такие вот резаные, длинные. Ну, по идее, лучше, конечно, их резать вручную и как бы готовить огурцы. Но тут у меня есть терка, такая хорошая. И я на терке только провожу и голову себе особо не морочу. И у меня вот такие вот получаются длинненькие,
без серединочки, и в принципе симпатично. Ну, можно терку такую найти, но потоньше. Вот, у меня вот такие вот хосомак получился. Сейчас будем лепить суши. Для этого, видите, я порезал. Если ты суши заказываешь здесь, то тебе приносят сразу 2 штуки. Поэтому чем отличается от Москвы, то что ты заказываешь суши, тебе не одну сушу приносят, а 2 суши. Так, это у нас суши с лосося готово. Так, это у нас будет с тунцом. Тунец, правда, такой чуть-чуть, знаете, вот видите, с такими жилками, с полосками. Я не люблю такие жилки, но мне пришлось сделать из такого филе, потому что не вышли. Ну как они есть, просто замороженные. Не размораживают, очень долго. Ну, сделаем с того, чего у нас есть. Ну, тунец такой красненький, вкусненький, видно, аппетитный. И вот таким вот способом лепим суши. Все по-разному делают, но я готовлю так. Так, это у нас рыба машляна, такая жирная. Ну, для любителей я особо не люблю этого. Вот такой вот процесс, ребят. Я здесь работаю один. Как вы видите, все у меня есть. Даже есть рисомоечный аппарат. Вообще классный. Особо не заморачиваюсь. Набираю в гарник в рисоварку сырого 4 килограмма риса, бросаю, отключаю режим. Вот он. Подключаю режим и, в принципе, она сама моет и водой выдает. Чего хорошо. Классный аппарат. Если у меня будет ресторан, я обязательно такой аппарат буду. Потому что очень много сил, энергии, так скажем, времени отнимает, когда рис смоешь вручную. Вот. Это у нас эби, ребяточка. Вот так мы и готовим. Вот так. Видите, какие симпатяшки получились. Я не знаю как, ладно, нормально. Я люблю чисто работать, ребят, как я это заметили. Не люблю, когда очень грязно. И давайте порежем. Тут мы режем на 8 частей. Все мы привыкли на 6 частей резать, а здесь на 8. Почему-то здесь считаем даже штучки. И вот такой вот хосомак у меня получится, да. Оцените. Посередочке, как положено. Видите, да? Ну и в принципе, нет, еще, кстати, есть суши с авокадо. Сделаем суши с авокадо. Ну, особо я не парюсь насчет авокадо, я делаю чисто так. Сложу авокадо, чищу. Можно порезать маленькую долькой, либо можно порезать пластины, как я сейчас вам покажу. Сейчас очищу. Ну, ребят, у меня как бы опыт большой в этой сфере. В принципе, я люблю готовить, да? Я учился в 10-11, я заканчивал технический лицей. Я учился на повара, так что, в принципе, я знал, на что я шел. Да? Вот такими вот пластинками я готов. Суша авокадо. Вот такие. Ну, в принципе, похожие. Просто берем рис. Авокадо у меня чистое, я помню. Особо не парьтесь. Такими вот движениями мы лепим суши с авокадо. Не знаю, как вам, но я считаю, что более-менее симпатично. Видите, одинаковые, да? Одинаковые авокадо. Ну и все, ребят.
мой заказ готов. Буду сейчас упаковывать и сдавать. Сейчас, секунду, я бокс достану. Все, ребят, я еще здесь, никуда не ушел. Так, ролл с огурцом выдаем отдельно, сушки отдельно. Давайте так. Так, здесь у нас будет и васаби. Вот. Так. Соус срачи острый, чуть-чуть дадим. Ну, подукрасить, так скажем, да? Можно полить соусом терияки, авокадо и насыпать сезамом черным. Раз и два. Отлично. А на тунец можно брать красный перец. Просто трошка. Чуть-чуть, трошка, это чуть-чуть. Так, а на красный, так, а на рыбу мы дадим икру летучей рыбы. Как всем знакомо, тобика. Дадим тобика. Вот так вот. Ну, в принципе, я, например, кеби авокадо дал бы чуть-чуть сыра. Прям чуточек сверху, прям так. Разукрасить, прямо так, оп. Ну все, в принципе, да. Хосамак с огурцом и нигири суши готово. Пойду упаковывать. Так, это у нас васаби. Вот так, ребят. Тут, короче, вот белый имбирь добавил, а тут красный имбирь. Ну, что, покрасивее было, да? Вот, на самом деле, я люблю эти роллы, суши готовить, не знаю, мне по кайфу, и мне очень нравится. Вот, поэтому я в этой сфере и работаю. Ну, вот, оцените, думаю, классные. Ну и все, ребят, все, заказ отдал. В принципе, у меня тут, хочу вас познакомить. Ну, тут я рыбу разделываю, тут у меня готовый рис, тут заливанный рис, две гарника рисоварки и вот этот аппарат. Классный рис мой, 4, 3, 2, 1 килограмм, сколько хотите. Тут у меня вытяжка, там камера, фритюрница и вот тут вот мойка у меня. Ну и в принципе вот этот островок, вот тут-то я и работаю. Как вы видите, у меня всегда чисто, опрятно. Я не люблю, когда бардак, когда везде грязно, полы все грязные. Ну не знаю, я не люблю этот бардак, я люблю чисто, аккуратно. Ну все, переходим к рыбке, ребят, не переключаемся. Ну что, ребят, переключились в эту сторону, где я рыбку разделываю. Вот, буду дальше показывать, как я рыбу разделываю. Так, ну, вы как видели, я вот филешку снял с костя, так скажем. И когда остаток вот этих филешек рыбы я снимаю ложкой. Для чего? Для печенья, так скажем, для роллов в гриле. Дальше либо мы делаем из этих отходов, так скажем, филешек, либо тартар из лосося, либо просто запекаем. Вот так я вот снимаю лосось. И, в принципе, получается у меня такой хребетик чистенький.
Вот такой вот. Вот такой вот получился хлебец. Видите, чистый. Даже если сваришь бульон, мне кажется, не получится. Сейчас я мусор забыл. Вот оно, мусорное ведро. Так, дальше. Это все на запеканку. Вот, а я хребет в мусор. Особо мы и нянчимся с этими хребетами. Ломаю пополам и ушел Хасан. Вот, сразу же здесь я убираю. Вот таким вот небольшим темпом. Видите, у меня от этих чуть-чуть осталось. Вот. То, что бардак, это из-за лосося, из-за семги, потому что она остается у меня лежать здесь, пока я убираю их. Вот, ребят, дальше, смотрите, дальше мы снимаем, то есть, дальше мы убираем косточки, кости. Я вот так вот чищу кости. Против шерсти я вот так чешу, и кости такими маленькими миллиметрами выходят, и я вот такими вот щипчиками их удаляю. В лососе что хорошо, в семге, так скажем, то кости, как бы лосось-то не костливая сама по себе. Вот. Вот такие вот маленькие косточки есть, встречаются, их убираешь, ну и все, да. Остальное филе как бы чисто, без костей филе, да. И лосось, в принципе, очень такой вкусный, питательный, столько много всяких разных витаминов, которым человеку необходимо, да, ребят. Вот таким вот способом я удаляю косточки. Блин. Если у тебя щипчик хороший, ты быстро управляешься этим. А когда у тебя щипчик такой, ну, мягкий, конечно, хочется лучше. Я не знаю, я вроде не сказал купить. Если они не купят, то я сам, наверное, куплю. В магазин пойду, когда маленький щипчик для себя возьму. Слышите, да, как хрустит? Он не рвет, а ломает. Ну, такой неудобный. Вот и вот, видите, косточки, вот такие вот они. Вот такие вот косточки. Сразу выкидываем. Далее что я делаю? Я беру, со спинки снимаю вот этот вот жирок. Удаляем. Видите, да? И начинаю удалять ребра. Вот таким вот плавным движением удаляем ребра. Я люблю, когда лосось не порванный, когда, если человек, например, хороший, сушистый, снимает кости, если он красиво все делает, не рвет семгу, то из него как бы можно лепить. Видите, вот такие вот. Можно лепить такие красивые сушки. Здесь называют нигири. А если лосось порванный, то, ребят, лепить из такого лосося сушки это очень-очень трудно. Так, дальше что я делаю, ребят? Дальше я режу филе напополам. Беру маленький кусочек бумаги и от хвоста нарезаю такой. Нарезаю маленькую филешку, чтобы держаться за ней, да, и вот так, вот таким вот способом снимаем филешку с кожи. Дальше мы будем чистить. А то, что на коже осталось, вот эти маленькие филешки,
Я их сразу на месте же снимаю и отправляю запекать, так скажем. Вот такая вот филешка, видите? Так. Вот этот малые такие черные филешки для печенья в самый раз. И, ребят, вот видите, какой у меня остается чешуя. Чистая, аккуратная, без лишних. Без филешек, она чистая. Не надо его чистить, жарить, в роллы добавлять, вообще ни к чему, я считаю. В мусор. Вот, дальше. Дальше опять же я снимаю с доски вот этот слизь. Она бесит меня. Не люблю, когда слизь от кожи. И дальше вот таким вот движением я делаю филешку. Так, тут по центру идет, как бы, не знаю, как объяснить. Или хребет, или... В общем, по центру, вот видите, вот, по центру такая вот полоса идет. Верхняя часть и нижняя часть. И вот эту полосу я как бы снимаю, да, убираю посередине. Потому что она такая жесткая. Так, эту я убираю на печенье. Запекать, либо варить. Вот. Ну, ничего такого сложного, но желательно знать. Если вы, например, хотите работать суши-мастером, вы должны знать, как правильно лосось разделывать. Вот видите, вот такой вот филешечка. Вот такие вот филешечки. Без черных, без ничего. Ну вот эти белые потом можно снять, ничего страшного. Вот эти вот белые. Можно сейчас снять, можно потом. Как-то, знаете, особо роли не играет, да? Вот эта часть, это часть головы, можно, так скажем, шея, да? Она у нас твердая, можно его запечь. И вот таким вот движением снимаем черный борт, видите? И остается у меня вот такая вот филешечка. Пальчиком лишь. Так, ну, смотрите, ребят, эта работа для меня как бы по кайфу, потому что я знаю эту работу, я работал по этой сфере в Москве, и не только, и в Кыргызстане, и на доставке. Вот, и, в принципе, и свое как-то пытался открывать, работать. Вот. Но в Польше как бы хороших суши-мастеров очень мало, кажется. Есть, но мало. И они очень ценятся, да? Поэтому я выбрал заброшенную, так скажем, свою профессию, чтобы работать в этой профессии в Польше. И вполне мне нравится, устраивает, потому что, опять же, повторюсь, по заработным платам больше, чем 25. Słucham. Bąk wege mały i bąk kurczak mały. Dobra. Mały i mały. Okej. Po dwie kulki. Dobrze. Ну и все, ребят. Вот таким вот способом я разделаю рыбу. Видите, вот филешечка. Дальше у меня еще заказ выпал. То, что я здесь один работаю, и заказы даю. И вот такие вот заготовки себе делаю, да? Вот. Ну, всем спасибо, ребят. Работайте, если кто в Польше хочет работать в этой сфере. Думаю, вы с легкостью найдете работу, если у вас есть опыт, стаж. То, мне кажется, как бы проблем не составит, да, найти. От 25 до 35 злот в час платят. Минимальный 25, максимальный 35, 40 некоторые получают. Так что, ребят, есть смысл работать. Работайте по-разному, в основном с 11 до 9 до 10 вечера.
И это вполне нормально, чем в заводе работать по 12 часов и непонятно, что получать, да? Так что, ребят, все в ваших руках, старайтесь, работайте. Ну, я свою зарплату не буду говорить, сколько я получаю, но больше, чем 25 и меньше, чем 35. Все, всем спасибо, пойду отдавать заказы и дальше, тут у меня еще 3 рыбки осталось, и вот половина филешки, дальше буду разделывать, а вечером видео сниму про, про эту работу. Вот. Всем спасибо, ребят, всем удачи, работайте, нечего стыдиться, ходить, думать, я не знаю, обо всем, да. Пока есть силы, пока мы молоды, мы должны работать. Я работаю ради семьи, ради моих же детей, и любая работа для меня работа, ребят. Так что всем спасибо, всем удачи, достигайте своих целей, и с наступающим годом. Всем пока.